Наши сегодняшние героини на первый взгляд никак не связаны друг с другом. Но если узнать их лучше, мы поймем, что их объединяет редкая способность – быть неравнодушными. Это общественные лидеры, которые сплачивают и поддерживают людей, оказавшихся в нелегких жизненных ситуациях. Отчасти их деятельность так успешна еще и потому, что наши героини напрямую в своих собственных семьях сталкиваются с теми трудностями, решению которых посвящена их профессиональная деятельность. Знакомьтесь, Вера Душкевич, Надежда Корякина и Юлия Песковская. Каждый день этих женщин наполнен хлопотами и заботами не только о своей семье, но и обо всех, кто нуждается в их помощи. Именно поэтому мы пригласили Веру, Юлию и Надежду в нашу передачу. Мы устроим для них день преображения, чтобы хотя бы на один день эти занятые женщины смогли провести беззаботно и примерить на себя образы, придуманные нашими стилистами. Строим, когда свои мечты, никогда же мы не думаем, что у нас будут какие-то проблемы по жизни, да, что будет счастливая семья, будет счастливый ребенок, да, и не задумываешься, что могут быть какие-то проблемы, да. А когда оно приходит, но практически все, что наперед, как говорится, ты мечтал, то есть оно улетучивается, как воздушный шар. Совсем еще юной Вере Душкевич пришлось поменять свои мечты в тот самый день, когда врачи поставили ее сыну страшный диагноз – ДЦП. Лене на тот момент было уже 2,5 года. Мне казалось, что они неправильно все это говорят. Сложно принять эту болезнь и научиться с ней жить, да? Подружиться с ней, так мягко сказать. Да? Наш невропатолог в Нерюнгри, она говорила, что мамочки, извините, если вы будете жалеть своих детей, вы из них не вырастите нормально, то есть реабилитацию не пройдете так, как нужно, да? И заставляйте их шнуровать ботинки, это мелкая моторика, да? Чтобы рубашка была на пуговицах, а не замочки, кроссовки, чтобы были на шнурочках, а не на липучках, да? И, конечно же, мы такие послушные были, все так и делали, да? И потом заставляйте детей самих одеваться. И чтобы в 11 часов попасть в реабилитационный центр, мы вставали в 6 утра и начинали одеваться с 7 утра. И, конечно же, тут без ремня никак не обходилось. И когда он мне позапрошлом году напомнил о том, что помнишь, что меня било. О, думаю, настал тот час, когда мне расплата пришла. Это было вообще... Я в какой-то момент подумала, сейчас он начнет меня какие-то, скажет какие-то обидные слова, всю свою обиду, то, что держал в детстве, все выскажет, думаю. А потом он говорит: мамочка, я же знаю, что ты это делала для меня. Сейчас 19-летний Леонид учится на ландшафтного дизайнера. Кроме того, занимается легкой атлетикой. Леонид Душкевич уже стал 4-кратным чемпионом России по бегу на дистанции 800 и 1500 метров. Неудивительно, что он был удостоен чести пронести паралимпийский огонь по городу Якутску. Залогом этого успеха стала непрерывная и бескомпромиссная борьба Веры с болезнью сына. Это каждодневный процесс, процедура, которая потом приносит результаты. Материнская любовь не имеет границ. Наша следующая героиня – Надежда Корякина, мать 8 детей, 6 из которых приемные. Вырастив 2 родных детей, они приняли непростое, но вместе с тем естественное для них решение – взять в свою семью детей сирот. 2 из них, Ваня и Ира Воронины, вместе со своей мамой участвуют в нашей сегодняшней передаче. Ваня и Ира – это дети из детского дома Вилюйского. Когда я туда ездила читать лекцию, Ваня ко мне зашел и по-якутски со мной начал разговаривать. А воспитатели очень советовали, предложили: давай возьми. Думаю, почему бы? Но я тогда не знала, что у него сестра еще есть. Инвалид с задержкой психического развития. Я тогда не знала, ребенок ко мне приехал, Ваня. И через некоторое время меня ставят перед фактом и говорят, что у него сестра есть, которая сейчас в больнице, надо ее забрать.
Так и получилось, что в большой семье Корякиных появилось сразу двое детей-подростков – Ваня и Ира Воронины. В первое время не обошлось без трудностей. Но сейчас дети очень привязаны к приемным родителям. Надежда вспоминает случай, когда Ира отправилась погостить к родной матери на пару дней, но уже на следующий день попросилась обратно. Несмотря на свой диагноз, благодаря неустанному труду Надежды и ее мужа, Ира сейчас очень развитая, творческая девочка, увлечена рисованием. Ваня успешно занимается вольной борьбой. Он учится в училище Олимпийского резерва. Бронзовый призер всероссийских и международных соревнований, чемпион школьной спартакиады Республики Саха, серебряный призер Намской спартакиады. Мне слово «сирота» совсем не нравится. Я своим детям говорю: вы не сироты. У вас есть мы и еще кровные родители. В любом случае, да, любой человек должен знать, что у него кто-то есть. Они не злятся на маму. Я вообще пытаюсь их воспитывать так, чтобы это все-таки ваша, благодаря которой вы появились, говорю, на свет. Ну да, она такая. Да, у нее были большие проблемы в жизни, видимо. Поэтому вот так случилось. Но у вас такого не будет. И мы, почему не будет, мы тоже с ними разговариваем. Темными ночами даже, Боже мой, поставлю этого человека на путь истины или нет. Правильно ли он поймет то, что я делаю? Станет ли он уверенным в себе человеком, стрессоустойчивым, таким вот человеком, с которым потом не стыдно будет в жизни, который потом сам свою семью создаст, сам заработает. Я детей своих воспитываю. Никто никогда вам не поможет, давайте надеяться на себя. Забота о детях стала образом жизни Надежды не только в личном плане, но и в профессиональном. Она курирует приемные семьи по всему Якутску, передавая свой бесценный опыт матери и педагога. Самое главное здесь – это помнить, что усыновление кардинально меняет в лучшую сторону не только жизнь ребенка, оно наполняет новым смыслом и жизнь родителей. Я бы страшно пожалела, если бы у меня детей не было сейчас. В принципе, если у вас такое душевное желание, если у вас сердце говорит: давайте возьмем ребенка, можно брать ребенка. Конечно, это будет трудно. Я не скажу, что все будет легко и просто. Трудно, потому что человек. Но тем не менее, можно найти всегда поддержку. Я бы тоже взяла еще, но возраст уже. Фонд «Харысхал», оказывающий помощь детям с инвалидностью под руководством Веры Душкевич, и Ассоциации приемных семей под руководством Надежды Корякиной поддерживают множество семей. Это уникальные организации, не имеющие аналогов в Якутии. От деятельности Харысхала и Ассоциации приемных семей зависит реабилитация, учеба, счастье и будущее огромного количества детей и их родителей. А сами эти организации во многом зависят от благотворительности. Благотворительность, она же ведь как бы годами шла по Руси, и мы ее воспринимаем сегодня уже как норму жизни. А то, что не все стремятся к ней и не все торопятся помочь другому человеку, в большей степени, наверное, те люди, которые не испытали каких-то либо проблем в жизни, не умеют почувствовать чужую боль, не умеют, так сказать, понять и войти в положение человека. Поэтому это один момент, один аргумент. А второй аргумент, наверное, не все являются щедрыми душой и сердцем. Это может быть образно сказано, но это не каждому дано. У одного это потребность делиться, и он по-другому не может существовать в этой жизни, знать, что тебе сегодня лучше, чем другому. И порадовать другого человека – это, конечно, желание изнутри. Когда приходит женщина с двумя детьми-инвалидами, брошенная мужем, тут слезы сдерживаешь, комок в горле, понимаю, как же ей трудно живется. Да еще ребенок лечится, живет у родственников, приехала, потому что ей нужен медицинский центр. И без денег, тут волей-неволей достанешь.
Но, в общем-то, то, что вы говорите, ну, я всегда участвовала в благотворительных акциях. Это как бы было понятно, что, работая министром, я должна быть примером. Вот. Я никогда не пожалела ни рубля, который я там внесла куда-то, будь то в помощь там, пострадавшим в наводнении или помощь погорельцам. Да? Вот. Просто я знаю, что ко мне это вернется 100 крат. Я в это верю, и поэтому я очень легко их всегда отдаю. В нашем городе много компаний, занимающихся благотворительностью. Одна из них относительно недавно появилась на рынке услуг нашего города, но с первых же дней благотворительность стала неотъемлемой частью их деятельности. Речь идет о Diamond Clinic. Добрый день. Мы приветствуем вас в нашей клинике Diamond. Мы рады вам помочь. Вам необходим стоматолог. Богданова Мария Степановна вас встретит, проконсультирует вас в полном объеме. И мы рады вас в дальнейшем видеть тоже в нашей клинике. Пойдемте в кабинет. В этот раз объектом их помощи стали дети-героинь нашей передачи. Diamond Clinic берет под свое крыло Иру и Ваню Ворониных и Леню Душкевич. В течение года стоматолог Мария Богданова будет проводить все необходимые для здоровья ребят процедуры. Мне сделали 2 зуба и сделали профессиональную чистку зубов. Было не больно. Я последний раз был у стоматолога, когда был в 4 классе. Конечно, я долго не был у зубного, из-за этого у меня много проблем. Я знаю, что мне нужно лечить. Сначала, когда идешь в кабинет стоматолога, конечно, страшно. А потом, когда ложишься, уже забываешь и доверяешь стоматологу свои зубы. Я рада, что вы мне лечить зубы. Здоровые зубы будут не болеть. Наши героини Юлия, Надежда и Вера вместе со съемочной командой приехали в туристический комплекс Чучур-Муран. Здесь пройдет финальная часть нашего сегодняшнего дня «Преображение».